Награждается Мочалов Александр Борисович за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодотворный труд. Я даже не буду зачитывать, потому что у всех так же. Вот Очередную сессию форума решили начать, пожалуй, самые приятные ноты – награждение журналистов, лучших в своем деле. Почетные дипломы вручает лично замминистра связи и массовых коммуникаций страны Алексей Волин. Впрочем, с главным поводом встречи здесь не затягивают, формат которой быстро перетекает в оживленную дискуссию. Журналисты интересуются у спикера, на какие тренды кавказские СМИ уже опоздали в своей реакции. Сегодняшняя ситуация на медиарынке такова, что если вы на один тренд опаздываете, то вас уже нет. Судя по тому, что кавказские средства массовой информации существуют, но все себя чувствуют по-разному. Кто-то тяжело, кто-то не очень, но в целом все присутствуют на рынке и все имеют свою аудиторию, это означает, что ни на один из трендов никто не опоздал. Что уже хорошо. На какие тренды надо обратить внимание? Ну, первый тренд, это самый главный. Это умение, мы уже сегодня говорили об этом на предыдущей сессии, это умение не только правильно подавать информацию, но и хорошо ее упаковывать. Алексей Волин также добавил пару слов про интернет, где для широкой аудитории есть буквально все в одном окне, начиная с текстов и картинки, заканчивая видеоматериалами. И здесь некоторые издания газет, не думая о своей аудитории, выкладывают на официальную страницу электронный вариант газеты, что уже делает их ресурсы скучными и неинтересными. Тема этой сессии – эволюция СМИ, цифровизация и перспективы развития. Как удается настроить региональные СМИ на активную работу в современном медиаформате? Этот вопрос адресован главе Ингушетии. Для того, чтобы нам успевать, то, что вы сказали про тренды различные, конечно, если ты отстал от чего-то, то где-то опоздаешь на поезд, на самолет, на автобус. Но и отстать невозможно, почему? Потому что все друг на друга уже смотрят. И только самое, наверное, такое недальновидение может быть чуть-чуть оставить. А так невозможно. Почему? Потому что от одного человека это все зависит, а все друг друга контролируют. Если ты это упустил, тебе тоже подправить и направить в нужное русло. Вопрос в качестве. И то, что мы в интернете процессы управляем, а не управляем, это факт. И мы, конечно, проводя совещания и с пресс-службой, и с правительством, и с главным муниципальных образований, со всеми должностными лицами, всегда требуем находиться именно в интернете. Не секрет, что именно благодаря интернету для всех категорий пользователей открылись колоссальные возможности быть в гуще событий. И современное понимание медиа имеет уже более широкий контекст. С докладом на тему развития интернет-технологий в СМИ выступает Юлия Субботина. Развитие технологий стремительно. Это невозможно отрицать. Более 80 миллионов россиян ежемесячно выходят в интернет, из них четверть предпочитает выходить в интернет только с мобильного телефона. Интернет достиг той самой карманной доступности, которую мы прогнозировали 5 лет назад. Сейчас мы находимся на стадии формирования индустрии 4.0 и цифровой экономики. И ключевым элементом здесь, конечно же, должен остаться человек. Современные медиаресурсы нуждаются в глубоком анализе и обоснованных выводах, считает руководитель РИА Дагестан Магомед Магомедов. Ведь в последнее время в СМИ входит такое понятие, как маркетинг бизнес-медиа. Очень важно понимать, что хочет читатель, что читателям востребовано и что необходимо, какой контент надо готовить для него. Да, мы используем в некоторых наших проектах медиатор, мы используем Яндекс.Метрику, и вот есть очень такой хороший продукт, который представляет Яндекс. Это вот термальные карты сайта, где пользователь активен, а куда он вот не доходит вот абсолютно. Иной раз мы даже смотрим, Яндекс дает такую возможность, смотрим поведение читателя на сайте, как он двигает мышкой, куда сосредотачивается его внимание. И на основе этих выводов, полученных после изучения вот этой информации, мы как-то меняем дизайн или расставляем контент вот на страницах более удобном для читателя формате. Сколько времени проводят пользователи в социальной сети «Одноклассники» и новых возможностях паблика, рассказала директор по продуктам сайта Марина Краснова. «Одноклассники» недавно установил для себя рекорд – 500 000 просмотров видеоматериалов в сутки. Все большую популярность на сайте набирают прямые эфиры. Мы перешли в модель
жизни, когда автором контента может стать любой. Каждый из нас может взять телефон, снять крутое видео или сделать пост, который разойдется и разлетится, и вы станете мгновенно популярным. Что меняется? Появляются социальные сети, и они становятся не просто, как правильно уже сегодня сказали, общением, место для общения, обмена фотографиями, но это большая социальная платформа. И мы в Одноклассниках это видим, как меняется и какие тренды у нас возникают. На сессии затронули сразу несколько проблем в области развития современного и своевременного информирования. За последние годы СМИ вышли на качественно новый уровень, в развитии которых большой вклад вносит интернет. Также участники обсудили возможные пути привлечения большей аудитории и наполнения интересным контентом информационных ресурсов. Юсуп Гелисханов, Хавадж Гойгов, Капур Чахкиев, Новости 24.